Здравствуйте. Сегодняшними нашими результатами Второй удар, первый удар, Что делать? Оттянулись. Давайте Рекорд 67 раз за 2 минуты. Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений.
И потом еще одеваем до этого тейп специальный, который профессиональные боксеры одевают. И удары становятся еще выше и выше. Сегодня был очень интересный большой длинный день. Сегодня мы посетили и спортивный объект Чурапчи, и были в нашем федеральном институте. Честно говоря, я очень рад, что вот та идея, которая 20 лет назад здесь родилась, создать такой первый институт физической культуры и спорта в сельской местности, она действительно реализована на практике. И надо сказать, что институт наш, он развивается. Специалисты, которые и тренеры, которые его заканчивают, они востребованы. И мне очень приятно, что престиж на нашей отрасли и на нашей специальности, тренерской специальности, он востребован и очень важен. Я с удовольствием посетил сегодня объекты Якутска, многие из этих объектов были построены к детям Азии. Действительно, они все очень современные. И еще хотел бы отметить, конечно, это то, что здесь активно развиваются национальные виды спорта. Они популярные, они развиваются и уже становятся больше, чем национальные. Они начинают развиваться и во всех регионах во многих регионах Российской Федерации, и даже во многих странах мира. А массовый вообще стал уже таким видом спорта, который развивается в больше, чем 50 странах. Подписали соглашение. Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое сегодня есть между Минспортом Российской Федерации и нашей республикой. Главная наша задача, чтобы как можно больше людей у нас занималось физической культурой, как можно больше людей приобщалось к здоровому образу жизни. И с этой точки зрения, вот сегодняшнее посещение министром спорта Российской Федерации нашего Чурапчинского института – это очень важный шаг. Мы сегодня обсудили дальнейшее развитие института. Еще несколько лет назад, к сожалению, бытовало мнение, зачем в селе такой институт, кому он нужен, зачем он нужен. Но вот Павел Анатольевич сегодня сам убедился, что этот институт не просто он существует, он развивается, он идет активно и занимает далеко не последние строчки вот как раз в рейтинге спортивных вузов Российской Федерации. Перспектива развития спорта у нас самая хорошая. Мы активно занимаемся и развитием массовой физкультуры, и спорта высших достижений. У нас хорошие результаты в этом году, и причем по тем направлениям, по которым раньше у нас не было особых успехов. Я вот сказал про стрелковый спорт, есть достижения в этом году в дзюдо. Так, и в целом, вот сегодня как раз Павлу Анатольевичу представляли динамику. У нас в этом году достаточно большое количество медалей, побед на самых высоких соревнованиях, как раз по олимпийским видам спорта. Это для нас очень важно. Конечно, мы должны сейчас будем восстанавливать свои позиции в вольной борьбе. Я не скрываю, что я не очень удовлетворен итогами 2019 года. Мы, с одной стороны, имеем двух обладателей Кубка мира, с другой стороны, главные чемпионаты, чемпионат мира, например, да, чемпионат России, но все-таки достаточно так высокославно. Поэтому есть куда стремиться. Как раз в декабре месяце организован сейчас открытый такой круглый стол среди любителей борьбы, где будут обсуждаться разные выходы из сложившейся ситуации. И потом мы на расширенном заседании Федерации эту точку будем ставить. Вот. Это то, что касается спорта высших достижений. Есть вопросы у нас, как раз мы сегодня их по Анатольевичу озвучили, в части развития Чурапчинского института как одного из базовых институтов в целом Российской Федерации в части развития сельского спорта. У нас есть для этого большие компетенции, как раз наш вуз является единственным сельским вузом вообще, не только по физкультуре, а вообще по всем другим направлениям, да, нет больше в селах России вузов, так, и вот как раз те компетенции, которые есть у Чурапчинского института физкультуры и спорта, можно было бы использовать как раз в этой программе. Ну и, конечно же, мы попросили, чтобы Чурапчинский институт физкультуры и спорта в дальнейшем стал федеральным центром как раз по развитию национальных видов.